Уважаемые телезрители, в эфире программа «Магудире». Эрозия традиционной культуры, угроза исчезновения национальных языков, рост ассимиляционных процессов – вот на что все чаще обращает внимание интеллигенция в Дагестане. Но ни для кого не секрет, что эти и другие негативные процессы наиболее ярко проявляются в Южном Дагестане. И поэтому, чтобы поговорить об этом, сегодня мы пригласили в студию представителей Южного Дагестана. Я позволю себе представить Багадаев Буньямин Зияудинович. Это представитель Табасаранского района, корреспондент газеты «Табасаранские зори». Махмудова Светлана Мусаевна, заведующая кафедрой дагестанских языков филологического факультета Дагестанского государственного университета. Руслан Гиреев, представитель ФЛНК. Керимова Гульнара Абдурагимовна, корреспондент Цахурского радио ГТРК Дагестан. И я, ведущий представитель Агульского района Гаджи Алхасов. О проблемах, которые мы сейчас говорим, общеизвестно. Проблемы существуют для всех культур и языков дагестанских народов, но я, как уже говорил, наиболее ярко они проявляются в Южном Дагестане, особенно для представителей малочисленных народов. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы высказали свое мнение по этому поводу. Скорее всего, мы начнем с Светланы Мусаевной. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что все дагестанские языки, честно говоря, находятся под угрозой исчезновения. Они все в Красной книге. И раз уж такие большие языки наши, как аварский и даргинский, занесены в Красную книгу, то малые языки наши тем более находятся под ужасной уже угрозой исчезновения, потому что в городах уже нашими языками не владеют дети. Учебники выходят в очень малом количестве на родных языках. Театров для малых народов нет в Дагестане. И, честно говоря, даже представителей наших народов вот во властных структурах тоже очень мало, если не сказать, вообще их нет там. И, если честно, очень много проблем у малых языков Дагестана. Нет, даже вот Соколенок выходит на каком-то одном языке, а на другом не выходит. Нет программы у Дагестана вот, по развитию малых национальностей и вообще развитию языков Дагестана. В школах по 1 часу родного языка, но как за 1 час вот дети, которые, например, в городе живут, могут вообще выучить родной язык. И это очень большие проблемы. И я сейчас вот, пользуясь случаем, могу сказать, что у нас есть отделение по всем дагестанским языкам на филологическом факультете. И малые народы даже туда уже не поступают, потому что они не владеют ни языком, ни вот какой-то структурой языка, ни морфологией, ни письменностью уже не владеют. И ужасная ситуация у малых языков. И очень много проблем, которые, я очень надеюсь, что наш новый президент, которого я лично очень уважаю, я надеюсь, что он обратит внимание на малые языки. Он интеллигент, он философ, он понимает, что Дагестан состоит из многих народностей, он это уже написал в своей книге. И поэтому он тоже обратит внимание на дагестанские языки, потому что это наша история, это наша культура, это наше прошлое, а без прошлого нет и будущего. Вот я бы хотел обратиться к Буньямину Зияудиновичу. Они имеют более такой длительный опыт преподавания в школах и родного языка. И газета выходит уже длительное время на Табасаранском. Вот, по вашему мнению, для табасаранского народа какие проблемы характерны? Проблемы родного языка, они характерны для всех народов Дагестана. Я еще, когда работал учителем в школе, я, правда, сам математик по образованию, это самое базовое образование, математическое у меня. Но потом я окончил отделение журналистики. Вот. Я тогда еще замечал, эти родные языки распределяли между учителями как учебную нагрузку дополнительную. Те, кто ни профессионалы, ни филологи, они не вели эти языки, им не давали этим языкам. Эти языки, как дополнительную учебную нагрузку, кому не хватает 18 часов или там 24 часа, несмотря на кто, это вот так распределяли. Вот такое же распределение и сегодня. И сегодня. Вот почему я скажу, недавно я побывал в моей родной школе, Межгюрской средней школе. Там табасаранский язык преподает, понимаешь, из Белиджи приехавшая студентка, заочница, которая, значит, владеет только лезгинским языком. Ну как, представьте себе, как можно преподавать человеку, который совершенно не владеет родным языком, преподавать родной язык. А мы хотим, чтобы эти дети потом куда-то поступили в вузы. А как они могут поступать?
И тем более, вот на отделении, которое у вас там функционирует, табасаранское отделение, там 6 человек. 6 человек. Студентов готовят. Ну дальше они куда они выйдут? Родной язык преподавать. По 1 часу, если там этот самый, этот предмет отводится, этот самый. Извините, я дополню вас. У нас там 2 специальности они получают. Русский язык и литература, и родной язык и литература. Поэтому там они не только родной преподавают. Там они могут и, да. Они, Но я речь веду о родном языке. Все-таки, мне кажется, даже эти часы, отведенные на родной язык, на родную литературу, они достаточно, недостаточно. Они, 1 час в неделю. Да, очень мало это самое. Что можно обучать? Языку разве обучать? Или литературе будешь обучать? Ведь у нас многонациональная дагестанская литература, мы проходим эту литературу в школе. Поэтому вот после выпускники этой школы, этого университета, Дагестанского университета, приходят и работают у нас. Вот одна работает редактором отдела, работает, успешно работает. Я не хочу сказать, что, понимаешь, туда не идут. Туда идут, 6 человек тоже для республики. От 2, 3, 4 района, 2 городах, там Дербенте, Огни проживает подавляющая часть населения табасаранцы. Вот эта проблема, она существует. Поэтому на местах, вот местные органы, значит, в районе, где существует отдел управления народного образования, там, где это сам идет распределение учебного разгрузки, с 1 сентября должны, понимаешь, рассматривать, учитывать эти вопросы. Кому не как дополнительную нагрузку, а давать его специалисту, если не родной язык, то пускай филолог, который даже не знает этот язык, хотя бы филолог. Проблема очевидная, иногда она где-то решается в какой-то степени, но в основном не решается. Поэтому, видя вот такое состояние, вот интеллигенция, вот лезгинская интеллигенция взяла на себя такое добровольное обязательство создать такую организацию, общественную организацию, как ФЛНК, которая, естественно, в меру своих сил и возможностей будет заботиться о сохранении национальных языков, о сохранении традиционной культуры и так далее. Я бы хотел, чтобы Руслан рассказал нам об этом. Наша организация часто проводит мониторинг ситуации по всему Южному Дагестану. И вот, как вы подчеркнули, мы столкнулись с тем, что практически у всех проблемы одни и те же. Вот, механизмов решения до сих пор нет. Муниципалитеты сваливают эту проблему на республику, республика, в свою очередь, на федеральный центр, те обратно спускают по разнарядке местное самоуправление, и вот этот круг, он бесконечен. Вот на примере алгурского языка можно ответить, за 20 лет всего лишь одно издание. 20 лет. Поэтому надо же еще учитывать, что язык, оно интегрируется, какие-то новизмы приходят, необходимые исследования. И вот в рамках решения этих задач лезгинская культурная автономия на последнем съезде приняла решение определить какие-то гранты, вкладывать деньги в развитие нашего культурного наследия. И для этого создала совсем недавно свои представительства в регионе и на юге. То есть, что мы хотим сделать? Организация, вот допустим, если человек поддерживает, специалист, свой язык, в частности табасаранский, мы не влезаем, потому что это не политические вопросы. Мы поддерживаем те предложения, которые этот человек поднимает, зная ситуацию на месте. То же самое касается остальных народов. Мы нашли взаимопонимание, нашли точки соприкосновения и думаю, эта работа пойдет. Теперь самый вопрос, который касается всех малочисленных народов, это проблема миграции. Если она будет продолжаться такими же темпами, как сегодня, просто носителей языка не останется. Нету смысла развивать образовательный сектор, нету смысла вкладывать какие-то ресурсы в это направление. И я думаю, мы сейчас готовим официальные письма главам муниципалитетов с конкретными предложениями и хотим на примере именно лезгинского языка хотим в ближайшее время провести в Дербенте языковую конференцию, опробировать этот механизм и по итогам этого процесса предложить и еще помочь в реализации этой идеи остальным народам тоже. Я думаю, это у нас получится, все предпосылки для этого есть, потому что проблемы народов,
каждый представлен сам себе, и никакого прогресса, никакого движения в этом не видно. Нужна интеграция. Культурная, Я историческая добавлю интеграция. здесь, если можно, это самое. Вот как раз вы говорили, побывали в Табасаране, Да. там, это самое, там установлены именные стипендии, да, студентам главы. Вот аналогичный это сам процесс и Хеви, я недавно встречался, значит, глава Хевского района тоже хочет устанавливать, там две народности, часть лезгинская, часть табасаранская, установить тоже это такие же стипендии, значит, чтобы это хоть какая-то поддержка, чтобы было, чтобы они поступали этот самый. Глава Сулейман Стальского района тоже установил. Ну вот, Но это каждый глава делает как спортсменам какие-то... спонсоры выходит, такая какая-то спонсорская поддержка. Эта тоже работа нужна, ведется да. в каждом муниципалитете, но Ну она да. недостаточна. Недостаточно, Поэтому правильно. наша организация тоже планирует в этом направлении определенные субсидии сделать. И отличникам, которые хорошо учатся, Да. и школьникам, и студентам, и преподавателям обязательно. Это будет работа у нас даже... Мы выведем его в ранг основной, потому что мы видим перспективу в этом процессе. И насколько мне кажется, еще позитивное в том, чем занимается ФЛНК, это то, что в эту организацию уже включены представители малых народов тоже. Да, практически все. Да, можно было несколько слов об этом тоже. Но мы хотим, важно для нас сейчас создать площадку, на которой представители каждых народов могли бы смело заявить о своих проблемах и дать свое видение решения этой ситуации. У нас сегодня действительно у культурной автономии появились определенные возможности, в том числе и финансовые. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, что развивать регион. А если мы будем рассматривать каждый участок с точки зрения национальной призмы, никогда не будет развиваться. Вопросы языка очень актуальны, но не менее актуальны вопросы сохранения истории. Даже, я бы сказал, не сохранения, а даже представления общедагестанской истории, истории малых народов или народов Южного Дагестана. Если мы возьмем даже академические труды по истории Дагестана, вот я насколько интересовался, там представительство малых народов в истории вот такое даже мизерного нету. Не учитывается. Вот как вы смотрите на такую проблему? Я думаю, я, честно говоря, думаю, что я совсем недавно начала заниматься и историей Дагестана через призму языка. Через призму языка, потому что у нас нет письменных памятников истории нашей истории. Ни у одного народа, у нас, кавказских народов, кроме грузинского, не сохранилось. И поэтому у нас остается только один выход. Вот на основе языка искать вот эти вот свидетельства истории. И я занимаюсь конкретно тульским языком. Я увидела, что там столько много у нас интересных вещей, которые я не понимала до тех пор, пока я не начала заниматься историей нашего языка, историей, в частности, Кавказской Албании. И я филолог, я вообще-то не историк, но пришел заниматься проблемой истории Кавказской Албании. И я увидела, что мы обладаем высокой культурой, мы обладаем интереснейшей историей, которая занимается в Германии, во Франции, в Голландии. Значит, везде занимаются, а нам, дагестанцам, это неинтересно, что Кавказская Албания появилась в 8 или в 6 веке до нашей эры. Были великолепные монументальные строения. Вот сейчас, значит, они делают экскурсию, Азербайджан делает экскурсию по этим местам. И вся наша история осталась там, а мы как-то вот получилось так, что после революции мы оказались оттесненными вот в наши горы. А горы были у нас вообще-то нашими летними резиденциями, а зимние наши резиденции были на территории Кавказской Албании, которую мы с вами назвали Гау, а не Кавказская Албания. Сохранилось даже исходное название этой Кавказской Албании. И сейчас есть очень интересные разработки немецких и французских значит, ученых, в частности, Заза Алексидзе, грузин по национальности, значит, профессор, академик Грузинской академии наук, издал значит, Синайские палимпсесты. Это рукописи, которые были найдены значит, на Синайской горе в монастыре Святой Екатерины. Это наши старые рукописи албанские, которые были потом грузинам переписаны. Значит, наверху были написаны на грузинские записи, поэтому называются палимпсесты, а внизу албанские записи. Я была потрясена, с какой значит, тщательностью, с какой любовью. Это Заза Алексидзе, грузин, значит, и Шульц, Вольфганг Шульц, значит, Киперт, немецкий ученый. Они переводили эти палимпсесты на удинский язык. Они считают, что удинский язык был языком Кавказской Албании. Но мне кажется все-таки, что это был древний наших вот, лезгинских языков праязык. И мне кажется, что все-таки, когда я смотрю эти палимпсесты, когда я смотрю эти, значит, прямо в голове всплывают вот наши старые названия, старые слова, которые где-то полу забыла где-то.
И это такая история, я поражаюсь, что я только недавно узнала, что Азербайджан вообще появился на карте мира 15 сентября 1918 года. Появился вообще Азербайджан. А до этого все эти земли, это Шакирское ханство, Ширванское ханство, Кубинское ханство, Елисейское или там Юлисийское, как это называют, ханство. Это все были наши земли, и у нас их спокойно отобрали. И мы, дагестанцы, спокойно позволили их отобрать. И мы даже не интересуемся ни своей историей, ни своим языком, ни этим памятниками. Если бы я знала, что сегодня я вот буду говорить о Албании, я принесла бы эти вот фотографии этих памятников. Сколько там в Рутульском селении Киш, которое расположено там на территории, значит, Шакинского ханства, в 313 году царь Уйнар принял католицизм. В этом селении, значит, ученик апостола Иакова, брата Иисуса Христа, значит, построил первый монастырь, первую церковь. И это было в Рутульском селении Киш, на территории Шакинского ханства. И вот, я вот специалист по рутульскому языку, который, я вообще-то считала, что я хороший специалист, я об этом не знала до совсем недавнего времени. И нам, наверное, с историками Дагестана надо, значит, вместе тщательно работать, обработать эту тему. И мы, оказывается, нашу историю, нашу литературу, наши языки, это все там уже было до нас. И мы это все как-то прозевали, как-то мы этим не интересуемся. Мы интересуемся, как вы сказали, значит, вот современным состоянием языка, вот это описываем, этим и занимаемся. А надо же заниматься своей историей, глубокой и древней, Вот которой мы можем гордиться. Вот, как раз сейчас и издана это самое, в прошлом году, кажется, да, наверное, вы тоже читали, это самое, книга доктора экономических наук, это главы Центробанка Сираждина Ильясова. Дагестан сквозь призму времени, Лакский район. Национального банка. Национальную, но банк не важно. Важно, что, понимаешь, человек издал. Но я его читал очень настолько внимательно, столько там истории лакского народа собрано. И мы, когда обсудили эту проблему, это самый с Райдунием Юсуфом, ныне он сейчас исполняющий обязанности министра экономики, вот он пригласил к себе несколько человек табасаранской, это самое, и лезгинской национальности, и собрались, мы сидели и начали, понимаешь, писать свою эту историю. Именно как раз по такому же это самое проекту мы где-то уже делаем свою книгу. Неплохо было бы как раз вот этим нашим малым народам иметь эту историю, потому что у нас все растеряно, ничего нету. Когда какое село создано, когда какое село образовалось, никто не знает. На этих надгробные камни читать не умеют. Это более глобальная проблема. Ну да. За год исчезают сотни культурно-исторических Вот памятников. поэтому я говорю, нам что-то в книгах что-то надо оставить. Исторически лидируют вот в части. Вот в частном порядке достаточно много издается литературы, но одновременно издаются и академические труды. Да. Вот меня вообще интересует вопрос, почему истории, сегмента истории, который касается народов Южного Дагестана, так мало уделяется внимания. Я могу провести еще один параллель. Вот недавно отмечали День родных языков. Ну, какие-то мероприятия по линии Министерства просвещения проводились, по линии других институтов. Но там даже нет упоминания вот о Рутулах, Цахорах, Агулах, хотя они как титульный народ представлены даже в Конституции. Да. Как вы думаете, почему это? Я думаю, что это наша слабость, честно говоря. Я думаю, что мы сами себя не заявляем, мы о себе не говорим. Если вот есть в Институте педагогики имени Тахагоди, значит, директор Гамидуллах Смайлович Магомедов, он меня приглашает, давай, учебник, я их опубликую, вот я не успеваю за ним, честно говоря. И это наша слабость тоже, потому что мы сами, я же говорю, вот, не зная о такой истории, столько лет мы сидели, оказывается, в Рутульском селении Киш появилась первая церковь вообще на Северном Кавказе. А я об этом, рутулка по национальности, я об этом не знаю. И мы должны сами интересоваться своей историей, но нас должны поддержать, конечно, и государство, и власти Дагестана должны поддержать. И не только нас, мне кажется, вот все наши языки, вся наша история, все наши, значит, все культуры наши, они находятся в таком ужасном состоянии. А самое плохое положение – это рутульцев, цахурцев и агульцев все-таки в Дагестане. Потому что, повторяю, во властных структурах мы не представлены. А раз не представлены, то и никакой поддержки особой нет. Если честно, практически поддержки у нас нет нигде. Поддержки нету и у тех, кто представлен тоже, поверьте. Нет, у вас больше поддержки. Позвольте с вами не согласиться. Руслан, вот историческим проблемам ФЛНК уделяет внимание? Если да, то... Мы как раз сейчас готовим пакет нормативов, будем даже инициировать принятие отдельного закона, если у нас получится. А так мы хотим поддержать, действительно, вот мы когда ездили, в частности, Рутульский район, Агульский район, огромное количество памятников уникальных,
культурно-исторических, которые попросту исчезают. С XI века представлены. Хотим, не откладывая долгий ящик, я потом соответствующие бумаги вам представлю, хотим создать какую-то экспедицию, чтобы там присутствовали наша ученая среда, и начать хоть какую-то работу, хотя бы сделать какой-то реестр этих памятников, потому что они же безвозвратно исчезают. Вот. Такую работу мы действительно планируем, и руководство культурной автономии, она на эти вещи действительно смотрит трезво, поддерживает, дают свою оценку, и финансовые какие-то преференции тоже в этом направлении делают. Спасибо. И еще одна проблема роста числа людей, особенно числа молодежи, которые не владеют родными языками. И с этим же можно увязать миграция, когда люди, взрослые, вместе с детьми уезжают в другие регионы, в российские регионы, там растут, но не владеют ни языками, ни своей традиционной культурой, они как-то имеют смутное представление. Вот как вам кажется, вот как можно решить эту проблему? Ну, я думаю, что проблему надо решать все-таки. Вот это мы должны тут в республике готовить учебники, мы должны издавать книги, мы должны издать детскую литературу, чтобы детям было интересно читать. Если мы, я же опять повторяю, у нас нет «Соколенка», ни одного детского журнала, у нас нет никакой детской газеты, нет совершенно на национальной сети. Как раз по «Соколенку» вот представитель ФЛНК в Рутульском районе обратился. Мы готовим соответствующее письмо в министерство. Мы их посылали уже много раз, эти письма. Мы хотим на себя взять, финансовую помощь тоже оказать определенную. Спасибо, Я было бы думаю, хорошо. И не только нам, этого Соколенка нет у Акульцев тоже. У Акульцев хорошо, ваш депутат помог, спасибо ему, но у Акульцев тоже нет этого. А без этого, ну даже Соколенок, вот как какие-то детские передачи на телевидении организовать, какие-то детские сказки издавать в республике. Без этого, пока ребенок не будет читать на родных языках, он не станет никогда патриотом ни своего народа, ни Дагестана и ни России тоже. Но у нас, с другой стороны, еще одна проблема. Преподавание этих родных языков в городе, в самой столице Махачкалы. У нас даже на тех этих стированных языках и то не ведутся это самые. Во многих школах не ведутся. Где-то, я знаю, что там, где директор в школе, один табасаранец работает в редукторном поселке, он ввел, там эти часы тоже сейчас где-то, понимаешь, накрылись. Я как корреспондент, как редактор вещания на сахурском языке на радио, большие проблемы. Мы с первых же дней, в 2001 году, вы помните, наверное, как открылись наши сахурском, рутульском, нагульском языках радио, у нас с языком проблема вот тогда почувствовалась. Какая большая проблема у нас с языком. Словаря нет, переводы надо делать на радио. Когда ездим в районы, не говоря даже о городах, в районах, когда о директора школы, например, о сельского глава администрации, председателя, да, берем интервью, они говорят нам, мы готовы дать на русском языке, но не на родном. Вот так, да. И вот огромные проблемы с этими. О фольклоре, о наших там этих, которые фондовые, эти у всех есть, были большие фонды тут. А у нас проблемы и с музыкой, и с какими-то этими фольклорными, никакими этими не обладали. Ни здесь, ни в районах, ни в клубе. Сейчас вообще в каждом районе, если в селении один клуб работал, а сейчас их тоже закрыли, их тоже нету. А в школах, даже вы здесь говорили, что 1 час, а у нас этого часа тоже нету родного языка, не преподают его, вообще не проходят. Хотя книги есть, литература есть, мало, очень не хватает. Да, 3 учебника. И плюс к тому, это еще разделенный народ. Большая половина сахурцев осталась на территории, которая сейчас отнесена к Азербайджану. Это меньшая часть осталась в Рутульском районе у нас. А вся история, вся литература, весь язык оказался на той стороне. И они нет, этот Салаватский перевал наш закрыли, значит, когда границу, вот это когда Советский Союз распался, границу сделали именно по Салаватскому перевалу, и народ оказался разделенным на 2 части. Они не могут с теми связываться, а там литература своя, тут язык свой, да, там книги свои. Там, в общем, очень большие проблемы. Белок-Адинский перевал, если мы тогда могли при советской власти за час перейти туда, а сейчас уже невозможно. Половина родственников остались там, у людей. И мы должны объезжать это все через Махачкалу, через Баку,
едем туда, где на этой стороне находится Мишлеш, на той стороне находится Мишлеш. Мы это все должны сделать через две республики. Ну, видите, Когда это мы за проблема. один час могли бы на Государство, к коне перейти сожалению, туда. уже ратифицировало договор о госгранице, поэтому изменить какие-то... Это невозможно, ничего невозможно. Республика может в частном порядке это возможно, договориться да. с Если соседней республика республикой. договорится, это возможно, потому что народы страдают. А по-другому вряд ли это что. И теперь я очень извиняюсь, хотел здесь, раз вопрос радио коснулись. Ведь и радио, и телевидение во многих горных районах вообще не ловят. Смысла нету вещать на родном языке, когда он сам продукт, контент информационно не доставлен непосредственно тому потребителю, который в этом нуждается. Теперь, вот понимая эту ситуацию, мы уже начали финансирование проекта создания единого телевизионного канала по югу Дагестана с охватом от Дербенского района до Северного Азербайджана, который тоже будет охват. И в рамках этой телевизионной кампании будет функционировать все редакционные вещания, абсолютно все, включая азербайджанские, все народы татские, которые будут представлены в Южном Дагестане, все будут вещать каждый на своем языке. Но у нас, мы же не должны скрывать, политическая ситуация, к сожалению, так сложилась, мы разделены. Это испытывает и наш народ, и ваш народ, и ваш тоже. Более-менее табасаранцы более-менее как-то согласны. Табасаранцы с азербайджанцами вместе. Для лезгинских народов проблема не только разделения существует, но и проблема отсечения части лезгинских народов. Конечно. Допустим, крызы, хиналуги, удины, будухи. Да, вообще даже складывается ощущение, что их вообще... Вот представляете, огромный багаж нашей культуры, она попросту, к ней доступа даже нет. Я думаю, эти вопросы надо будет только взаимно решать, потому что по-другому это невозможно. И всячески убеждать государственные структуры, ведомства о необходимости продвижения именно в этом направлении. Но мы собрались говорить и о традициях, наверное, о прошлом, чтобы их сохранить. Но давайте посмотрим сегодняшнее нынешнее состояние очаговой культуры в районах. Она катастрофически, понимаете, там никуда не годится, она где-то идет к ухудшению. Вот я знаю те районы, где я бываю, Табасаранский, Хиевский район, там это Сулейман-Старский район, где-то в селах, где я побываю, граничащие с Хиевским районом. Там идут к упадку культуры. Культура не возрождается. Ну, там это самое. Или чем занимается конкретно это очаги культуры, никто не знает. Насколько мне известно, я извиняюсь, прерву вас, во всех районах, в каждом районе работает, если и работает, то единственный центральный дом культуры. Да? Остальные, вроде бы на бумагах, может быть, они числятся, я точно не могу сказать. Нет, в каждом муниципалитете есть отдел Они культуры. есть, да, но, понимаете, там мизерная зарплата, опять они селаются на 130 лет. Ему открывать, закрывать, там, видимо, платят, больше ничего там нету, чтобы художественное что-то там, постановку сделать. Во-первых, нужны деньги, что-то какое-то это самое художественное, там, платье, это самое, что-то купить. Одежду купить, финансирование нужно. Но там ездить, куда-то их возить, там с кем-то общаться, понимаете, нужен транспорт. Транспорт нужен, горючий, смазочный материал. Ничего там нету. Абсолютно. Райцентр сейчас, я знаю, что Хиви, райцентр нету ни одной, это самое, раньше микроавтобусы были, ничего нету. Да, у нас даже интернета нету в районах, что далеко ходить. У нас есть, как это нет, пользователей активных-то нету, 1-2%. Я уже знаю. Привыкают люди до этого. По всему республике всего 4% пользуются. Поэтому в горных районах там крайне доступно, недоступна, то есть связь. Особенно... 30-40 населенных пунктов, ведь это начальник управления культуры, руководитель любого учреждения культуры, он должен объезжать, посмотреть, как он должен ездить, если у него самого нету ничего. Эта проблема существует, проблема работы домов культуры, библиотек. Вот, я, насколько знаю, библиотеки как таковые даже, может быть... Библиотеки тоже существуют условно. Вот в моем селе есть библиотека, которым я тоже отдал несколько книг своих, это самые, из фонда. Ну, там не пополняется фонд уже 20 с лишним лет. 30 лет уже не пополняется. Нету ничего. Эти старые книги когда-то изданы.
Что-то выходит новое, понимаете, они абсолютно нет там ничего. Ну, государственных самих заказов издательских сегодня нету. Есть частная инициатива, все равно он одну книгу даст. А в большем частная инициатива, она же направлена на извлечение выгоды в любом случае. Ну, книги сейчас можно по интернету спокойно, Поэтому- вот любую книгу открыть. Фидель посмотреть. Малаш, библиотекарь, с хорошим образованием, парень, горит желанием что-то делать. Ну что я покажу, говорит, вот приходят ребята со школы, даже раньше то, что школьная библиотека что-то было, там тоже, говорит, какой-то скудный, это самый фонд библиотечный. Приходят сюда, они тоже, говорит, отворачиваются от эти старые книги, без переплета, без ничего. В таком положении находятся сельские библиотеки, сельские клубы. Клуба тоже одно название. Там кинофильмы не демонстрируются. Туда, если приезжает этот Басаранский театр из Дербента, год один раз, и то праздник для них. А так просто одно название, что клуб там есть. В общем, проблем много, тому есть объективные причины, возможно, есть и субъективные причины, но, как мне кажется, как представляется мне, решение этих проблем во многом зависит от нас самих, от нашей активности. Ну, конечно, мы не должны оторваться от своего джамаата, от районов. Мне от очень всего. приятно, что сегодня вот ФЛНК, Федеративная лезгинская культурная автономия, как бы берет шефство над малочисленными народами, и я думаю, мы тоже должны отзываться на это, и как-то совместно, сообща решать, попытаться хотя бы решать эти проблемы. Я хочу поблагодарить вас за беседу. Спасибо вам всем. А с нашими телезрителями мы прощаемся. До свидания. Спасибо Гульцам, что пригласили нас на эту передачу. Благодарны.